Дни Ингушетии в городе Доха проходили в рамках перекрестного года культуры России и Катара. Ингушская сторона провела ряд мероприятий, которые познакомили жителей государства с инвестиционным потенциалом республики, социально-экономическим положением региона и перспективами его развития. Отдельное внимание было уделено знакомству жителей Катара с историко-культурным наследием республики. Можно сказать, открыла этот год культуры Катар Россия вот своим визитом и таким вот большой программой мероприятий, потому что здесь в Катаре проходил не только концерт, но и выставка изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, национального этнического костюма, мастер-классы. То есть это многогранная, огромная, обширная программа, которая действительно в лице вот Республики Ингушетия представляет здесь, в принципе, Российскую Федерацию. В первый день делегация из Ингушетии посетила знаменитый музей шейха Фейсала бен Касима Аль-Тани, где представлена крупнейшая в мире частная коллекция предметов военной тематики. В 15 выставочных залах разместились экспонаты разных времен. Чтобы собрать такое богатство, шейху понадобилось более 50 лет. 75 метров. Более 700 уникальных ковров, предметы быта, монеты – все это бережно хранят для посетителей музея. Ведь данная галерея – одна из самых главных достопримечательностей Катара. Здесь даже есть расписанный древнейший способ добычи жемчуга. يجمع المحار هنا وبعدين يفتحه بالسكين. Вот сюда собирает и такой нож открывает. Сейчас как вообще жемчуг? الحبل بيكون طويل. شلون يجيبوه هلا؟ شلون يجيبوا اللول هلا؟ نفسه بالغوص. بس خبرتك بالغوص. Наибольший интерес посетителей вызывает коллекция редких машин от грузовиков до лимузинов. Особенно паровая машина 1852 года. Удивительно и то, что все они в рабочем состоянии. Одна из машин была полностью разукрашена подписями глав различных государств, почетных гостей музея, которые в разное время побывали в этом храме арабской культуры. Расписался на ней Юнусбек Евкуров. По мнению Юнусбека Евкурова, национальные музеи должны иметь такой же стиль и оформление. Немножко обработали его, немножко. Красиво смотрится, да? Да, вот для музея, может, так и надо. Национальный музей. Глава Ингушетии, находясь под большим впечатлением от увиденного, признался, что впервые видит такое великолепие. Здесь можно целыми днями ходить, не соскучиться. أنا بصراحة لست من المحبين أن أرى المتاحف ولكن عندما رأيت متحفك أصبحت أحب هذا الشيء. Вы очень красивый музей создали. شيء جميل جدا. Совершенно разносторонний. Одним из главных событий деловой части программы стало заседание Торгово-промышленной палаты государства Катар. Юнусбек Евкуров подробно рассказал о той продукции, которая расположилась в выставочном павильоне, сделана в Ингушетии. Горный мед, яблоки, молочная продукция и многое другое достижения ингушских аграриев были представлены в широком ассортименте. Кроме того, здесь расположились образцы продукции промышленного производства. Весной будет в Москве выставка Арабия Экспо. И там мы будем более расширенно выставлять. Катарским бизнесменам презентовали инвестиционный потенциал Ингушетии. Министр экономического развития республики Умалат Таршоев назвал основные преимущества региона: хорошее географическое расположение, климат, экология и налоговые преференции в отношении предпринимателей. Для развития совместного бизнеса мы имеем качественную современную инфраструктуру, которая представлена аэропортовым комплексом, авто- и железнодорожными магистралями. С точки зрения логистики это позволяет обеспечить оптимальные способы транспортировки грузов. В республике сформированы механизмы всесторонней поддержки бизнеса. Принят ряд нормативно-правовых актов, предусматривающих различные формы государственной поддержки, в том числе предоставление налоговых преференций, земельных участков, готовых зданий и сооружений, снижение арендной платы на недвижимое имущество на 95%. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что отношения между Россией и Катаром дают стимул совместно работать и продвигать те проекты, которые важны для обоих государств. Тем более российский рынок еще не освоен Катаром. В основном речь идет о развитии агропромышленного сектора экономики. Эти отношения начали развиваться благодаря
встречам и хорошим отношениям между нашими руководителями государств и президентом страны Владимиром Путиным и его высочеством эмиром Катара. После официальной встречи наших руководителей в последующем нами всем была установка заниматься в том числе и отношениями, развитием наших отношений и, конечно, искать пути инвестиционного выхода и сближения наших государств. Правительство Российской Федерации и лично Владимир Путин призывает глав регионов России к сотрудничеству с иностранными государствами, особенно с арабским миром. Особенно подчеркнуто по отношению к государству Катар и для экономического взаимодействия, и для инвестиционного взаимодействия, в целом для межкультурного обмена. Бизнес-сообщество Катара выразило готовность участвовать в реализации различных проектов, в том числе и долгосрочных. В России всегда есть очень много возможностей для инвестирования, и очень достаточно стремительно развивается бизнес. И мы всегда открыты для сотрудничества с зарубежными партнерами и считаем, что наше сотрудничество с Российской Федерацией также может распространиться и на Республику Ингушетия. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере туризма. Мы сегодня ознакомились с возможностями по развитию сотрудничества в продовольственной безопасности. А далее участники заседания отправились в драматический театр Катара, где прошел концерт деятелей культуры и творческих коллективов Ингушетии. Восторг у зрителей вызвал зажигательный и искрометный танцевальный номер государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». На сцене также выступили народный артист, композитор и исполнитель Тимур Дзейтов, заслуженные артисты Республики Алаудин Исмурзиев, Лемон Альгеева и финалистка телевизионного проекта «Голос дети» Рагда Ханиева. К гостям концерта обратился глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Наверное, символично, что после встречи официальной президента России Владимира Путина и эмира Катара, его высочества, в Москве, первые мероприятия, такие знаковые, начались с культурных программ. Культура нужна во всех сферах жизни человека, и в религиозной, и светской деятельности, и в общении между людьми, между общинами, особенно между государствами. У нас хорошие творческие проекты и программы. Я надеюсь, что для зрителей, не только тех, которые сейчас в зале присутствуют, но и тех, которые видят это в соцсетях или на телевидении, понравится выступление наших коллективов. Помимо концертной программы организовали национальную выставку, на которой представили картины, свадебные наряды, старинные костюмы, предметы быта и изделия народных промыслов. Атрибуты вообще с Северного Кавказа и любого костюма, кинжал, газыри, пояс, он всегда традиционный. Большой интерес у публики вызвала картина из рыбьей кожи с изображением одной из достопримечательностей Катара, изготовленная ингушской компанией «Шади». Теперь она будет храниться в местном музее. Этот рисунок отсюда брала? Каймар – это из Катара. Катарский рисунок. Это для музея Катара, она специально делала. В Дохе Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с министром энергетики и промышленности Катара доктором Мухаммедом бен Салих Асадом. Стороны обсудили участие катарских инвесторов в реализации проектов промышленности на территории Ингушетии. В частности, речь шла о долевом участии инвесторов из Катара в строительстве собственных генерирующих станций на территории Ингушетии, а также о развитии промышленных объектов в регионе и экспорта продукции, которая производится на этих предприятиях. К примеру, завод по производству энергосберегающих ламп в Малгобеке, полимерный завод и предприятие по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов. Министр отметил, что у Катара сложились хорошие отношения с Россией, и государственные компании готовы участвовать во всех этих проектах. Хотели бы с вами обсудить ряд вопросов, в том числе и предложить ряд инвестиционных проектов по Республике Ингушетия. В частности, если у вас практикуется, Ингушетия нуждается в собственной генерации,
В целом Министерство энергетики не возражает России против этого, против иностранного инвестора. Вы могли бы, сделав собственную генерацию в республике, ваши инвесторы могли бы принять долевое участие в этом проекте. Есть возможности делать малые гидроэлектростанции это по горным рекам, или же в целом масштабные в пределах 280-300 мегаватт уже непосредственно на равнине. ممكن أن نقوم بتوليد الطاقة صغيرة نقوم يعني ليست كبيرة أو 280 ميجا بايت الكبيرة نعم. И второй вопрос – это участие ваших предпринимателей, бизнесменов в развитии промышленного сектора республики, в долевое участие, может быть, или прямое участие как инвесторов. وأيضا إذا هناك موضوع رجال الأعمال أن يشاركون في تنمية القطاع الصناعي في أنغوشيا. У нас есть ряд предприятий, которые могут вас заинтересовать. Они в нашем инвест-портфеле есть. Это и завод по энергосберегающим лампам, это и завод полимерных труб, и радиаторный завод, и ряд других промышленных предприятий. بداية نحن نرحب بالضيف الكبير ونرحب بالوفد المرافق فأهلا وسهلا فيه في قطر. Сначала я очень приветствую вас как дорогой большой гость и сопровождающий делегации. Добро вас пожаловать в Катар. Я как с катарской стороны, мой коллега Новак с российской стороны входим в межправкомиссии, который как раз поддерживает те проекты, о которых вы говорите. نشكر معالي على طرح هذه الأفكار فنحن كقطر نفتح أبواب التعاون على مصراعيها. Благодарю вас за то, что вы тронули такие вещи. Всегда наши двери открыты в Катар для таких проектов. ونساعد الشركات Мы помогаем компании. دراسة ومن ثم الدخول في مشاريع مختلفة في خصوصا مع الدول الصديقة كروسيا الاتحادية وبالأخص الآن جمهورية Ангошия. Я всегда мы помогаем компании сначала изучать проекты, потом его финансировать с такими странами дружественными, как Россия, и в части, как Ингушетия. А премьер-министр, министр внутренних дел государства Катар шейх Абдалла бен Насер бен Халифа Аль-Тани в ходе встречи с Юнусбеком Евкуровым заявил о возможности посетить республику в этом году. Это будет ответный визит делегации Катара в Ингушетию. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области экспорта сельскохозяйственной продукции из Ингушетии в Катар. Юнусбек Евкуров отметил, что сегодня инвесторам в регионе гарантирована реальная поддержка со стороны государства. Создана правовая база для инвестиционной деятельности, которая сводит к минимуму необоснованное вмешательство контролирующих органов. Мы за это небольшое время проехали по многим местам. И видим, как масштабно, красиво развивается ваше государство. У вас очень добрые, гостеприимные люди. И уверен, что наш визит не останется бесследным, и мы в дальнейшем будем совместно проекты реализовывать. Мы в состоянии сегодня представить для ваших инвесторов готовые площадки. نحن نستطيع أن نقدم للمستثمرين القطريين الآن نستطيع أن نقدم الأرضية اللازمة. Мы по некоторым продуктам питания сельского хозяйства в состоянии сегодня и на 60, и на 80, и на 100% обеспечивать государство продуктами. لدينا مشاريع منتجة زراعية نستطيع من خلالها تقديم من 80 إلى 100% من الخضار والفواكه إلى قطر. Можем с нуля дать территорию для того, чтобы ваши предприниматели для Катара сами выращивали продукцию сельского хозяйства.
В завершающий день пребывания в Катаре Юнусбек Евкуров встретился с эмиром государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. Эмир отметил необходимость развивать дальнейшие отношения с Россией, в том числе с Ингушетией, и принял предложение о сотрудничестве, которое представила ингушская сторона. По словам Юнусбека Евкурова, правительство и президент России поощряют сотрудничество регионов с иностранными государствами, особое место среди которых отводится странам арабского мира. Усилению такого взаимодействия способствовал официальный визит эмира Катара в Россию в 2016 году и его встреча с Владимиром Путиным. Те вопросы, которые мы с ним обсуждали, то, что мы планировали обсудить, до встречи с эмиром было видно, что мы, встречаясь с премьер-министром, с министрами, они уже задачу эту получили от него. И вот сейчас он наглядно еще раз продемонстрировал о том, что надо развивать связи с Россией, в том числе с Ингушетией, и надо серьезно нарабатывать в этом направлении без промедления, прямо вот сейчас. И все наши предложения, которые мы дали, он принял, еще добавил от себя. Видя надежность России и видя, какое отношение у Владимира Путина к государству Катар, хотят закрепить эти отношения, в том числе между Владимиром Владимировичем и между его высочеством эмиром Катара, закрепить эти отношения вот такими хорошими проектами. Как сообщил глава Ингушетии, Катар видит надежность России и заинтересован в том, чтобы закрепить двусторонние отношения проектами в различных сферах. Кроме того, глава Ингушетии в ходе встречи с эмиром отметил важность сотрудничества между Россией и Катаром в области образования и спорта.